Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема такая: события на дороге, на пороге. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения. Так и спросите, что у меня на дороге и что у меня на пороге. И я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что сказать, это не просто события, это какие-то шокирующие события. Вы знаете, такое впечатление, что вы найдете бутылку с джином, откроете ее, и тут чудеса ворвутся в вашу жизнь. Ну вот серьезно, да? Смотрите, какая-то динамика идет. Вот все закрутится, все завертится. Для вас каждый день вот как открытие. Вы думаете одно, а происходит диаметрально противоположное. Вы готовитесь к каким-то отказам, неприятностям, а вас прям ждут, встречают, перед вами двери открывают, говорят: Боже, где же вы были? Мы так вас долго ждали. Пожалуйста, вот все готово, проходите, садитесь. Там и ручку поцелуют, и обнимут, понимаете? Вот как родного, как родную будут встречать. Ох, мои хорошие, что-то вы себе тут накрутили, честно. Вам либо дело какое-то очень сложное предстоит решить, да, и вы уже как обреченно думаете: ой, одни мытарства впереди, а вы ведь ошибаетесь. Ой, как вы ошибаетесь. Серьезно, прям тьфу-тьфу-тьфу, да. Пойдете, встретят, накормят, напоят, дела сделают, да, и вы вот счастливый человек с результатом, да, пойдете домой, будете удивляться, вот сами себе будете удивляться. Так и будете говорить: как же много в мире хороших людей, отзывчивых людей, профессиональных людей. Да, интересно, вот именно так и будет. Так, идем дальше. Звездочка, смотрите, какая классная у вас тут выходит. Но звездочка — это исполнение. Это исполнение, какая-то мечта, какое-то желание обязательно у вас исполнится. Причем, знаете, как сзади звездочка подкрадывается. И вам эту звездочку какой-то человечек подпихивает. То есть кто-то, видите, как нагнулся, прогнулся, чтобы для вас осуществить это желание либо мечту. Но я так скажу, этот человек вас действительно по-настоящему любит, очень сердечно к вам относится. Но если говорим о партнере, то да, тут любовь, тут не подкопаешься, без вариантов. А любовь толкнула на вот такие акробатические этюды, чтобы осуществить вашу мечту, желание. А если мы говорим о друзьях, о родственниках, понимаете, это очень сильная, глубокая, сердечная привязанность. Когда человек, ну скажем так, работал, старался, даже, возможно, какие-то неприятные моменты для себя пережил, но для вас сделал. Вот чтобы увидеть вашу улыбку, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы ваши глаза блестели от счастья. Вот, мои хорошие. Да, звездочка небольшая, но поверьте, она настолько приятная, настолько она желанная. И вот этот момент неожиданности, я вам сказала, да, со спины у вас идет. Ну, будете просто на 7-м небе от счастья. Вот что именно так получилось. Так, идем дальше. Здесь перед какой-то вражиной стена вырастает. Причем стена, которую невозможно ни обойти, ни сломать, ни подкопать. Но столкнется какой-то неприятель, ваш конкурент, может быть, завистник, с препятствиями вот, на пути к его грязному делу. Да, какие-то планы, мысли, но этим планом, мыслям не суждено исполниться. Мало того, кого-то отыграется, что вам человек озвучил. Знаете, так типа: готовься, я тебе сейчас устрою, да, либо я там что-нибудь сделаю плохое. Попытается, а не сможет. Не сможет, а вы скажете: ага,
Вот так вот. Смотри, на кого ты рот открыл. Да, ну, в общем, такая интересная ситуация. Потешаться будете. Вот действительно, вот прям, знаете, как, может, подразните даже этого человека. Человек, смотрите, голову так опустил, думает, ну, да, зря я все это затевала, да, либо зря я это все затевал. Очень так вы круто разберетесь с этим человеком. Так, из интересного, прям очень интересного, это мужчина. Мужчина, который делает какой-то шаг. Но смотрите, да, это не похоже на треугольник, хотя у кого-то может быть и треугольник. Все-таки это у нас общая отсыпка. Давайте я вам скажу, как я это вижу, чувствую. Жил-был мужчина, который ни о чем не думал, ни о будущем, ни о настоящем, о прошлом вообще я молчу. Жил одним днем, такая бабочка-однодневка. Ну, покушал, хорошо, поспал еще лучше, поразвлекался, ну просто прекрасно, да, жизнь удалась, деньги в кармане есть, ну больше ничего не хочу. Вот так человек жил, о будущем совершенно не думал. Вот у этого человека что-то произойдет, что-то, да, может быть сон приснится, может быть какую-то ситуацию, передрягу попадет, может быть чья-то история, да, разговор с каким-то человеком на него так сильно подействует. Человек просто в припрыжку побежит к вам. Вот знаете, прибежит, сам не свой, ручки трясутся, лобик весь в испарине и скажет, вот, милая родная, прости засранца. Да, виноват, да, не думал, да, жил в свое удовольствие, был эгоистом. Вот прости, все, хочу поменяться, я все понял, все осознал. Зря время и твое, и свое терял. Вот все, давай прямо сейчас жениться, мириться и жить душа в душу. А вы просто обалдеете, вы от него ну совсем не ждете. Такое впечатление, что вы в нем либо уже разочаровались, либо у вас как руки опустились, да, там бороться, доказывать что-то, да, сохранять семью. И вы даже в какой-то ступор можете впасть. Ну, от неожиданности, ну понятно, да, столько лет там ждала, и вот на тебе прорвало. Вот он, сказочный источник. Вот, девчонки, ну что сказать. Все-таки Боженька услышал ваши молитвы. Да, может быть поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Вот об этом вы подумайте. Я не буду вас тут призывать давать этому человеку шансы. Я думаю, что все девочки умненькие, все сами знают, как поступить. И каждая пусть поступает так, как подскажет сердце, как подскажет разум. И я всегда всем даю совет. Выбирайте себя. Вот особенно в любовных отношениях. Выбирайте себя. Если вы не любите себя, а как вас будет любить другой человек? Вот так на минуточку, честно себе ответьте. Начните любить себя, покажите пример. Да? Вот смотри, я себя люблю, значит и ты должен меня любить. Или смотри, как я себя люблю. Хочешь, и я тебя так буду любить. Вот так, мои хорошие. Ну, для вас, конечно, это будет что-то с чем-то, да. Земля затрясется, как, знаете, может показаться, что вам это снится, да, либо какой-то апокалипсис пригнал к вам этого динозавра, но тем не менее, здесь вот мужчина прям, смотрите, бежит, торопится, ноги в руки, да, и поскакал. Не ждете, но получится. Так, вот у кого-то событие связано с работой, только событие какое-то странное. Я не могу сказать, что оно положительное, но вышло в правой стороне. Ну, давайте я вам просто объясню, что вижу, а вы уже там сами под себя адаптируете. Какие-то неприятности, может быть, скандалы, подставы, либо наоборот, знаете, как человека могли сократить, либо угрожали сократить. Да, вы ходили вот, ну, сама не своя, там, нежелание работать, не желания что-то делать у вас просто-напросто не было. И вы не хотели, например, терять это место, вы не хотели терять свою работу. Для вас это была болька. И вот в момент, когда вы принимаете эту ситуацию, говорите, ну а что я могу сделать? Ну, насильно мил не будешь. Если сокращение, ну что? Ну, может быть, вы ходили, может быть, вы просили, чтобы вас не сокращали. Вот, но как бы безрезультатно. И вот в этот самый момент вдруг, опять же таки, либо с этой работы, либо с другой работы вас начнут приглашать, причем очень настойчиво приглашать на более высокую должность.
Понимаете? У вас как карьерный скачок получается. То есть вы ходите как в воду опущенные, готовитесь к увольнению, сокращению, либо к каким-то большим неприятностям, а вместо этого вас повышают. Вот не очень мне понятно, да, либо на той же работе, либо новая работа. Вот прям как сама идет в руки. Вот хорошее, такое, знаете, теплое место идет вам в руки. Вот неожиданно, очень неожиданно будет. Какая-то отсыпка чудесная. Вот пусть все исполнится, как вот выходит. Так, идем дальше. Здесь какой-то конфликт с женщиной. Причем женщина постарше, чем вы. Очень такая, знаете, противная и своенравная. Вот, любит всех поучать, любит всем все указывать, все там плохие, все подонки, там, ну ладно, не буду перечислять, да, вы просто слышат прям какие-то слова нехорошие, ладно, пусть это останется в моей голове. Вот, и она такая вся прям из себя, ну, королевна. Царица Савская, да, не меньше, не меньше. Вот так она себя позиционирует. Вы знаете, у этой женщины что-то будет происходить. Вот почему-то идет на ноги, на спину, на ноги. Вот, причем спина где-то ниже поясницы, там копчик. Опять же, могут быть переломы могут быть, да, а могут быть просто вот эти состояния, когда ноги там напухают, да, там сосуды, варикозы, что-то с ней происходит. Она как будто бы теряет подвижность. И она становится совершенно беспомощной. Совершенно. И вы, как добрая душа, к этой женщине обращаетесь и говорите: милая женщина, чем я могу вам помочь? Вот те, кого она считала хорошими, которые там перед ней лебезили, там, да, кланялись, их всех как ветром сдуют, а останетесь вы. И вот этот момент, он будет моментом раскаяния. Когда эта женщина, она вам честно скажет, что она вам завидовала. Честно скажет, что она против вас, там, интриги, сплетни и прочее делала. Вот все расскажет и скажет: оставь меня в покое, да, я плохой человек. А вы скажете: зато я хороший человек. И если я вижу кого-то в беде, я никогда не оставлю. Вы знаете, девочки, ну, мне аж прям плакать хочется, потому что я уловила настроение этой женщины. Она вас задарит. Она начнет делать вам подарки, она начнет давать вам деньги. Она, ну вот знаете, как душой и телом за вами будет. Сказать, что она переродилась, это ничего не сказать. Вот перед вами будет совершенно другой человек. Слушайте, прям аж слезы текут, не знаю. Прям поймала ее эмоцию. Это может быть ваша свекровь, это может быть ваша, даже мамы такие иногда бывают, да, ну, в силу разных обстоятельств, может быть, жизнь очень тяжелая была, да, и человек вот, ну, скажем так, закалился очень сильно, да, и характер такой суровый стал, вот, а может быть, это бабушка чья-то, а может быть, это соседка бабушка, да, которая там строила весь дом, пока здоровье было, здоровье закончилось, и видите как, и все, и человек стух. Вот. Но вам от этой женщины очень много всего перепадет. Мало того, девчонки, если эта женщина вам, ну опять же, соседка, может быть, какая-то знакомая, так она вам еще и имущество может свое отписать. Вот. Вы за ней будете заботиться, ну, как в меру своих сил, понимаете. Она еще такая горделивая женщина, и она вам оставит, причем, ну, не обидит, не обидит, наградит вас. Так вот, за добро, видите, как добро возвращается. Так, идем дальше. Очень хорошие у вас тут два человечка на пороге. Но один явно вам совершенно не знаком. Может быть, это почтальон, может быть, это какой-то посыльный, да? Человек какие-то, ну, как сообщает информацию, вести какие-то вам приносит. Неожиданно, но приятно будет. Может быть, букет цветов от неизвестного поклонника вам принесет, порадует. А вот второй человек, вы его знаете. Не могу сказать, что дружите. У кого-то может отыграться коллега, у кого-то отыграется сосед, у кого-то отыграется ну, служащий какой-то организации, куда вы там периодически ходите. Да, вот человек проявит к вам неожиданно интерес. Интерес вот именно любовного характера. Пригласит на свидание. Вот, какой-то там романтик для вас сделает. Ненавязчивый, сразу хочу сказать, нет. Но, тем не менее, вот
с этим человеком, может быть, в театр вы сходите, может быть, на какое-то мероприятие, да, в парк, может быть, красивый, там, на каруселях покатать. Вот как-то с этим человеком будет легко и приятно. Вот как отдохнете душой. Замечательно. Так, и еще, вот кому-то на порог идет человек, с кем вы очень часто говорите по телефону. По телефону. Я не могу сказать, мужчина это или женщина, но у вас часто вот телефон, может быть переписка, может быть действительно разговариваете вы очень часто. Этот человек на вас обрушит рог изобилия. Вы видите, человек стоит, повернулся в правую сторону, в вашу сторону, в руках держит рог изобилия, причем стороной, видите, когда хвостиком вверх, и вот рог изобилия на вас сыпется. Возможно, человек вам что-то очень долго обещал и по каким-то причинам не делал. А вот тут прям возьмет и осыпет вас своими делами, большими да малыми, да, но тем не менее очень для вас приятными, да, как начнет исполнять то, что пообещал. Ну ничего, ничего, замечательно, берите, принимайте. Если дают, как моя бабушка говорила, да, дают, бери, бьют, беги. Вот, так что принимайте. Человек обещал, человек делает. Это естественно, да? Это естественно, это нормально. Стесняться вам не стоит. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.